Главные события уходящего понедельника, 2 июня, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. В Алданский район направилась оперативная группа. В селе Чагда в зоне затопления из-за второй волны паводка находится 17 дворовых территорий, в том числе 12 жилых домов. В Якутии прогнозирует повышение класса пожарной опасности на границе с Забайкальем. Расскажем подробности. В большинстве районов открылась навигация для маломерных судов. Самым поздним сроком открытия станет 23 июля. С этой даты судоходство начнется в заливе Ниелова. В республике продолжают выплачивать 100-бальникам ЕГЭ по 100 тысяч рублей. Узнаем, сколько выпускников в этом году получили высшие баллы. В Якутии стартовал республиканский этап конкурса «Воспитатель года». В этом году он проводится уже в 16-й раз. Группа правительства Якутии и спасателей прибудут в село Чагда Алданского района. Как сообщил министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Дмитрий Лепчиков, из-за повышения уровня воды на реке Алдан в зону затопления попали 17 дворов, в том числе 12 домов. На реке Алдан ледоход давно вышел в устье, но вода прибыла с новой волной паводка, превысив критическую отметку у села Чагда. Подтопление низменных участков наблюдается также в селе Походск Нижнеколымского района и Усть-Миль Усть-Майского района. В рамках рабочей командировки глава Якутии Айсан Николаев провел встречу с главой Нижнеколымского района Ярославом Бандеровым. Одной из основных тем разговора стала поддержка бойцов специальной военной операции. Ярослав Алексеевич, участник СВО, в сентябре прошлого года одержал победу на выборах. Вопросами помощи военнослужащим и их семьям занимается лично. Речь на встрече также шла о принимаемых мерах в рамках весеннего половодья. Ледоход на реке Колыме достиг Нижнеколымского района. Повышение уровней воды выше критических отметок зафиксировано у села Походск. Кроме того, говорили и о строительстве объектов. Глава Якутии обозначил приоритетную задачу возведения школы, сада в селе Колымское и больничного комплекса в селе Черский. Активная фаза ледохода на реке Лени тем временем проходит на территории Булунского района. Нижняя кромка наблюдается у гидрометеостанции Хабарова. На реках Яна, Индигирка и Оленек весеннее половодье проходит в штатном режиме. Активное внимание уделяется обстановке на реке Колыме и на реке Алдан. Нижняя кромка наблюдается ниже поселка Черский. Уровень воды составляет 522 сантиметра, при критическом в 600. У села Походск Нижнеколымского района уровень воды достиг 1001 сантиметра, при критическом в 1000. В зону затопления попали 3 дворовые территории. Для оценки ситуации к вылету в районы затопления будет подготовлена оперативная группа. На реке Алдан в связи с поднятием уровня воды у села Чагда уровень составил 1672 сантиметра, при критическом 1550. Наблюдается затопление пониженных участков. В настоящее время в зоне затопления оказалось 16 дворовых территорий, в которых проживает 36 человек, в том числе 3 детей. Началась навигация для маломерных судов в большинстве районов республики. Со 2 июня разрешается использовать маломерные суда в центральной, заречной и Вилюйской группе районов, а также в Якутске и Жжатае. С 10 июня навигация поэтапно будет открываться в северных и арктических районах. Напомню жителям республики важность соблюдения правил безопасности. По информации Министерства транспорта, только за 2024 год зафиксировано 16 происшествий с участием маломерных судов. Обращаюсь к владельцам, прошу соблюдать правила перевозки на водном объекте, соблюдать безопасность, иметь жилеты спасательные и необходимое оборудование, необходимо иметь удостоверение на право управления и также регистрацию судна. Авиалесоохрана подготовила предварительный прогноз пожарной опасности в лесах России на июнь этого года. Наиболее сложная обстановка складывается на границе с Забайкальским краем. Вследствие этого может быть повышен класс пожарной опасности в лесах на границе с Якутией. Кроме того, повышение класса затронет границу с Иркутской областью, Хабаровским краем и Амурской областью. Согласно опубликованным данным, в текущем месяце на западе, юге и востоке страны ожидается повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности.
В республике с начала сезона 116 человек пострадали от укусов клещей. Случаи выявили в Якутске и еще 8 районах. Это данные на 30 мая. Наибольшее количество пострадавших – 67 человек в Ленском районе. В Алданском зарегистрировано 13 случаев, в Нерюнгринском и Алекминском по 11. В Якутске клещи покусали 7, в Сунтарском районе 4. Единичные случаи в Амге, Кобяйском и Хангаласском районах. В республике идет реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни». Одним из объектов реализации стала автомобильная дорога по улице Хабарова. Уже несколько месяцев на участках ведутся строительные работы, с ходом которых нас познакомит мой коллега Александр Хавренко. Строительный сезон в Якутии очень короткий. Тем более, когда речь идет о строительстве и капитальном ремонте дорог. Буквально за 4-5 месяцев дорожники должны успеть выполнить работы и сдать готовые участки. В этом году крупнейшим объектом дорожного строительства в столице стала дорога по улице Хабарова на участке от улицы Ярославского до Богатырева. Строительство ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В текущем году у нас предусмотрены работы по замене слабонесущих грунтов, это на 4-полосное движение. Также уйдет демонтаж пешеходных тротуаров, основания, их замена на новые слои. Потом у нас планом производства работ предусмотрены работы по устройству покрытия из плитки на пешеходных тротуарах, также установка пешеходного ограждения. Эти работы именно согласно графику производства работ представлены в 2025 году. Всего же работы на участке Ярославского-Богатырева рассчитаны на 2 этапа. Кроме проезжей части, дорожникам предстоит обустроить прилегающую территорию и инфраструктуру. В 2025 году планируется проведение работ на участке от улицы Ярославского до улицы Черяева протяженностью 700 метров, включая и наружное освещение, вынос газопровода и устройство тротуара. В последующем году планируется следующий участок от Черяева до улицы Богатырева. Подрядная организация готова провести все данные работы до конца 2026 года. Учитывая, что улица Хабарова – одна из самых оживленных в городе, дорожники приняли решение не перекрывать движение полностью, а проводить работы с каждой стороны по очереди. Национальный проект «Инфраструктура для жизни» стартовал 1 января 2025 года. Главная его цель – обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск. Система здравоохранения продолжает оказывать всестороннюю медицинскую помощь и реабилитацию участникам специальной военной операции. На сегодняшний день с начала СВО данная помощь оказана более 3000 бойцов. Медицинскую реабилитацию прошли 357 человек. Кроме этого, оказывается и психотерапевтическая, и психиатрическая помощь, которую оказали 708 участникам спецоперации. Они также могут пройти диспансеризацию в любой медорганизации. Кроме того, продолжается выездная работа врачей в городах Докучаевск и Кировская в ДНР. Всего с начала работы в Докучаевске проведено более 1000 операций, из которых офтальмологи сделали 405, хирург и травматолог 731. Якутские врачи оказывают не только практическую помощь для населения Докучаевского округа, но и активно делятся своим опытом со специалистами Центральной городской больницы. На сегодня проведено 118 лапароскопических операций, 37 больших травматологических операций, 1 операция на сосудистом русле. Постоянно проводятся встречи, беседы, консультации с ранеными якутянами, медицинских ротах, взводах и расположениях военных частей со всей Донецкой Народной Республики. В столице стартовал конгресс, посвященный вопросам гармоничного развития дошколят. Работники образования обмениваются лучшими практиками по воспитанию молодого поколения. От музицирования до якутских настольных игр. Подробности в следующем сюжете. Во 2-й раз Конгресс объединил заведующих, воспитателей, музыкальных руководителей, всех, кто занимается обучением малышей в детских садах. За 3 дня их познакомят с передовыми образовательными методиками. И мы представили работникам системы дошкольного образования ведущие научные исследования, их результаты и как сегодня можно работать с современным дошкольником и его родителями, чтобы ребенок жил гармонично, развивался, вел здоровый образ жизни. Это очень важный аспект для нас.
Программа обещает быть насыщенной. Семинары, мастер-классы и лекции. Работники образования со всей республики охотно делятся накопленным опытом друг с другом. Узнала очень много нового. Также я сама выступала, показывала мастер-класс. Моя тема была использование различных технологий по работе с детьми по физкультуре. Еще педагоги пройдут курсы повышения квалификации. Федеральный эксперт расскажет о научном подходе к оздоровлению детей в суровом якутском климате. Холод не лучшим образом влияет на ребенка. Зимой на улице особо не разгуляешься. Это значит, что якутская детвора, по сути, лишена свежего воздуха и солнечного света с октября по апрель. Однако ученые нашли интересный выход. Мы сейчас планируем создать, уже есть в Якутии такое сооружение, которое на зиму собирается, где можно было бы держать температуру не выше 15 градусов. То есть минус 15 можно. Мы там планируем сделать небольшие лыжные трассы, чтобы дети могли кататься на лыжах. У нас есть зима больше, чем полгода, а на лыжах кататься они не могут. Можно сделать каток. Работа Конгресса уже дала плоды. Сегодня в его рамках подписано соглашение о сотрудничестве. С 1 сентября больше 40 детских садов начнут применять новую комплексную программу «Расти здоровым». Ее цель – привить любовь к здоровому образу жизни с самого раннего возраста. Ржена Гармаева, Станислав Потапов, Владимир Павлов, Якутск. Имя доктора медицинских наук, профессора СВФУ Карла Башарина увековечили в Якутске. Сегодня состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь доктора наук, профессора кафедры анатомии человека Бенинститута СВФУ Карла Башарина. Памятный знак установлен на здании анатомического корпуса кафедры, которую ученый возглавлял с 1990 по 2018 годы. Установили очень хороший его барельеф в бронзе на кафедре анатомии, где он работал всю свою сознательную жизнь. 28 лет Карл Георгиевич заведовал кафедрой этой анатомии и опубликовал более 400 научных трудов по актуальным проблемам. Так что, конечно, это для нашей семьи очень большой подарок. На площадке Российского государственного геолого-разведочного университета имени Серго Орджоникидзе в Москве прошел финал 13-го сезона международного инженерного чемпионата «Кейс-Ин». Финалистами престижного конкурса стали и студенты Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. За путевки в финал состязались почти 8 тысяч человек. В чемпионате уже 3-й год принимают участие представители стран СНГ и впервые представители стран БРИКС+. Это молодежные команды 10 государств: Азербайджана, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Египта, Индии, ЮАРа, Китая и Ирака. Это уже наше 3-е участие. Отборочный тур мы прошли замечательно. Конечно, мы выслушали критику экспертов. Мы очень рады, что в этот раз у нас получилось попасть в финал. Это уже большое достижение для нас. Мне кажется, здесь требуется только опыт. У всех участников были равные шансы. Условия задач. В этом году как раз-таки было предложено решение, это создание и монетизация мини-СПГ, сжиженный природный газ, именно условия Якутии. И я очень рад, что благодаря компании ЕПЕК, которая в этом стала генеральным партнером, о Якутии все университеты участники узнали. В Якутске стартовал прием документов от учащихся со 2 по 9 класс в новую школу номер 40 имени Михаила Ефимовича Николаева. Прием заявлений в 10 класс начнется после получения аттестата основного общего образования. Как сообщили в управлении образования города, подать заявление на перевод в новую школу можно через госуслуги. Это может сделать только родитель или иной законный представитель ребенка. Что нужно для подачи заявления? Это паспорт, реквизиты свидетельства о рождении ребенка, номер или название школы, куда хотите записать ребенка. В республике продолжаются выплаты выпускникам, набравшим 100 баллов по результатам ЕГЭ, установленной указом главы Якутии Айсеном Николаевым. Единовременная денежная выплата была введена в августе 2022 года. Всего она составляет 100 тысяч рублей за каждый пройденный на 100 баллов экзамен.
Так, в прошлом году 2 ученика получили по 200 тысяч рублей. Всего же на данный момент в Якутии насчитывается 70 выпускников 100-бальников. И, к слову, этим летом более 8 тысяч детей сдадут единый госэкзамен. Из них более 3,5 тысяч выбрали своими дополнительными предметами физику и обществознание. Все пункты, они оборудованы блокаторами сотовой связи, а также переносными и стационарными металлоискателями. В пунктах у нас дежурит сегодня 169 медицинских работников, и в каждом пункте проведения экзамена организован пропускной режим сотрудниками частного охранного предприятия. Для обеспечения прозрачности и объективности проведения экзамена в пунктах проведения экзамена присутствуют 291 общественный наблюдатель, из них 14 являются общественными наблюдателями федерального уровня. Ну а далее смотрите дайджест основных событий в Ленском районе от наших коллег. 3 дня у студентов техникума проходили военно-полевые сборы. На протяжении всего времени юноши получали знания в области тактической и военно-медицинской подготовки, изучали военную топографию, инженерную, огневую, физическую и строевую подготовки. Одеваем химзащиту, костюм. Там ребята проводят также заключительные соревнования по сборке автомата, по снаряжению магазина, по тактической подготовке. Будущие защитники Родины одевали на время химкостюм. На тактической подготовке курсанты обучались приемам и действиям в бою, а также способам применения оружия. Юноши отрабатывали передвижение в составе групп, учились правильно выходить за угол, если там находится условный противник. Также ребята разбирали противотанковую мину, учились пользоваться гранатой. На огневой подготовке студенты овладели навыками стрельбы из оружия, усовершенствовали точность и скорость реакции. Также юноши разбирали и собирали на время автомат и магазин. В завершении прошла эстафета. Сложности в том, что когда косячит взвод, один за всех, если за одного, мы отжимаемся. После этого на следующий день, конечно, все болит. Но от этого стоит. В принципе, впечатление замечательное, все нравится. С 3 июня в Ленском районе увеличено количество авиарейсов компании «Алроса». Также стали дешевле поездки на теплоходе «Полесье». Администрация Ленского района было достигнуто соглашение с авиакомпанией «Алроса» об увеличении количества рейсов между городами Ленск и Мирный. Теперь к рейсам, которые осуществлялись по маршруту Ленск-Мирный по субботам, добавились и вылеты по средам. В обратном направлении из Мирного в Ленск самолет будет летать по вторникам и четвергам. Также в этом году администрация района достигнуто соглашение с Ленатурфлот о субсидировании пассажирских перевозок. Будет осуществлено 80 рейсов по маршруту Ленск, Хамра, Ярославский, Пеледу, Витим, Ленск. Значит, это очень социально значимое направление, что позволит жителям Ленского района получать скидку 50% на стоимость проезда. Стоимость проезда составит 3500 рублей. Полесье начнет курсировать с 5 июня. Это обещание Ленатурфлот. Да, было проведено совещание по данному направлению. Сейчас проходит подготовка береговой инфраструктуры, установка дебаркадеров. В выходные в городском парке культуры и отдыха прошел флешмоб «Мой выбор. Жизнь», направленный на популяризацию здоровья среди молодежи. Несмотря на пасмурный день, участников мероприятия было достаточно много. Волонтеры подготовили зажигательный танец, к которому присоединились все присутствующие. В завершении мероприятия были запущены мыльные пузыри. Для жителей города Ленска в честь Всемирного дня без табака мы организовали акцию «Флешмоб. Мой выбор. Жизнь». Так как Всемирный день без табака, поэтому мы запустили мыльные пузыри в небо, чтобы очистить легкие. Также в выходные был открыт сезон семейного отдыха. Все лето специалисты Комитета по молодежной и семейной политике будут проводить различные мероприятия на свежем воздухе. С этой недели началась массовая утренняя зарядка на площади Ленина. Об этих событиях мы расскажем подробно в новостных сюжетах. Светлана Балеева, Алексей Семенов, Ленск. В Якутии стартовал республиканский этап конкурса «Воспитатель года». В этом году он проводится уже в 16-й раз, и в его рамках выявят лучших педагогов детских садов. Подробнее о ходе конкурса и его участниках далее в сюжете Тимура Колмогорова. Воспитание и обучение ребенка проходит всю его жизнь. Первыми его учителями становятся родители. Вторые же после них в детском саду становятся ответственные и добрые воспитатели.
Екатерина Дыкина учит детей уже 15 лет. Она считает, что долг каждого педагога – найти свой подход к каждому ребенку, в особенности в дошкольном возрасте. Я, наверное, все-таки пытаюсь каждый раз каждому ребенку найти подход, любовь проявить свою каждому ребенку, подарить. Потому что это самое главное к детям. Поэтому так, главное любить детей наших. Конкурс станет для педагогов местом, где они не только проявят свои способности, но также получат опыт и вдохновение продолжать свою работу. Конкурс важен, конечно, для нас, прежде всего для педагогов, да, для саморазвития, прежде всего, да, самосовершенствования и обмена опытом, естественно, да. Да, то есть мы каждый район знакомимся друг с другом, да, и кто как проводит занятия с детьми, да, какая работа сейчас ведется не только с детьми, но и с родителями, да, это для нас все интересно и актуально. В муниципальном этапе конкурса приняли участие практически все районы республики. Всего в финал вышли 27 лучших воспитателей. Участников ждут педагогические мероприятия в детских садах, где они покажут свои навыки в работе с детьми, а также проведут просветительскую работу с их родителями. Результаты будут оценивать федеральные эксперты. В этом году конкурс «Воспитатель года» будет почти идентичен конкурсу «Учителя года». Поэтому некоторые этапы конкурса изменились, поменялись. И поэтому внесены такие этапы, как брифинг, который в этом году будет впервые для участников конкурса. Поэтому требования к конкурсу «Воспитатель года» каждым годом ужесточаются. Для воспитателей конкурс, профессиональный рост и новые знакомства, которые позволят им лучше взаимодействовать, общаться и учить детей. В конце выявят 15 лауреатов, а также участника, который представит республику уже на всероссийском этапе. Имя победителя конкурса будет известно в эту пятницу. Тимур Колмогоров, Айлита Махно, Якутск. Соляные комнаты давно зарекомендовали себя как эффективное средство для укрепления здоровья. Особенно актуальны галокамеры в школах и садах нашей Северной Республики. Ведь холод сильно ослабляет детский иммунитет. В саду «Лучик» в Якутске открылась комната, имитирующая соляную пещеру. Помимо соли, здесь можно найти современное оборудование. Во время сеансов для релаксации будет звучать успокаивающая музыка. А с помощью интерактивного экрана дети смогут занять себя познавательными играми. Сегодня первый раз дети зашли, столько было восторга, столько радости. Им Ирина Юрьевна, старший воспитатель, рассказала, какая польза это посещать эту комнату. Во время сеансов вы можете слушать музыку, смотреть телевизор, играть на интерактивном столе в разные игры. Детям не хотелось уходить. Лето началось с праздника. В Нерюнгри отметили День защиты детей. На разных площадках города прошли развлекательные мероприятия. Для ребят и их родителей были организованы концерты, игры, мастер-классы и соревнования. Все подробности в нашем следующем сюжете. Мы приветствуем всех ребят сегодня на самом крутом празднике! С самого утра в разных местах звучит музыка и детский смех. Атмосфера праздника царит в Центральном парке, у детской поликлиники и на детских площадках. Мы перешли на праздник. Там очень красиво. На этой площадке для детей приготовили программу «Эксперты по детской безопасности». В программе не только игры и развлечения, но и полезные советы, легкие уроки и увлекательная туристическая трасса. Собралось очень много сейчас детей, и это еще не все. Мы для них подготовили веревочную трассу, туристическую же веселую. Приключения будут у них, начнутся сразу же с поиска ростовых фигур, которые будут принимать участие. Они сейчас прячутся здесь во дворе, будут их искать. А это уже территория детской поликлиники, где тоже проходит праздник с большим концертом, конкурсами и подарками. Да, действительно, в этот чудесный день мы решили организовать небольшой праздник для детей, а также, конечно, их родителей.
Пригласили мы аниматоров, пригласили ведущего шоу. Должен сказать, что организаторы откликнулись самостоятельно. То есть буквально нам стоило только их попросить, и они, конечно же, все помогли. Мы пришли с ребенком, с сыном Иваном. Очень понравилось. Ребенок постоянно участвует во всех мероприятиях больницы. Хорошо, что у нас больница организовала такой хороший праздник, интересный для детей. Медицинские работники поздравили и тех детей, кто не смог прийти на праздник. Ребята, которые в этот день лежат в больнице, тоже принимают поздравления и подарки. В это же время в Центре культуры и духовности развернулась территория детства. Здесь развлечения на любой вкус и возраст. Это и мастер-классы, интерактивные игры и, конечно, сладкие угощения. С праздником всех детей. Желаем счастья и удачи. Нас позвала моя бабушка, и я решила пригласить мою подругу Аделину. Мне вот понравилось, как вот это все, как они вяжут. Мне вот понравился их интерес. Они вот, например, видите, как красиво. Мне тут все понравилось. День защиты детей стал не только большим детским праздником, но и поводом напомнить о том, что каждый ребенок имеет право на образование, медицинскую помощь, на защиту и счастливое детство. Ирина Жданова, Александра Цибикова, Нерюнгри. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.